Хайырлы күн. Добрый день. Бишенсе дерес. 5-й урок. Менен исемем Лиза. Меня зовут Лиза. Сегодня мы разберем аффиксы множественного числа башкирского языка, естественно. Но для начала разберем некоторые слова. Гевуит. Извини. Гевуит. Гевуитигес. Извините. Гевуитигес. Местоимение без мы, хес, вы, улар, они. Без, хес, улар. Например, Гевуит ин Иван мы. Извини, ты Иван. Гевуит хин Иван мы. Эе. Да. Эе. Гевуитигес хес Тимур мы. Извините, вы Тимур. Гевуитигес хес Тимур мы. Юг. Нет. Юг. Аффиксы множественного числа. Теперь мы разберем их. Лар. Их всего 4. Лар. Лер. То есть 8. Если на 2 числа. Лар. Лер. Тар. Тер. Дар. Дер. Зар. Зер. Когда добавляем лар, то это тогда, когда буквы в словах не такого значения, то есть не башкирские буквы, гласные. Но мы это разберем попозже. Сначала разберем вот это. Когда ставятся аффиксы. Для начала мы разберем правила. Во множественном числе употребляются аффиксы после гласных звуков лар, лер, после л, м, н, н, з. Это дар, дер, дер. После глухих согласных тар, тер. После и, у, р, з. Зар, зер. Вот. Это кажется, что это сложно, а в следующем это все легко. Просто применять правила и его выучить. Например, директор. Директор зар. Почему мы добавляем зар? Потому что смотрим в правила и... Секунду. Вот оно. Вот R. И что здесь добавляется? Зар. Попозже разберем, почему именно зар, а не зер. Это в следующий раз мы разберем попозже. Вот. Дальше. Студент-тар. 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 Почему тар добавляем? Смотрим сюда. Потому что это после глухих согласных добавляется вот это. Вот именно в этом случае тар. Дальше у нас слово Анна. То есть имя Анна Лар. Почему Лар? Потому что смотрим опять-таки правило, можете записать обязательно его или выучить сразу. Или смотреть по моему видео, сразу открывать легко и просто. Вот. Это же согласно? Да, согласна. Поэтому добавляем лар. Айгол. Айгол. Айгол дер. Почему же добавляем дер? Вот она... Или здесь разберем. Дальше мы позже разберем получше. Вот, дер, потому что ойгл дер, оно вот, нашли его? Да, нашли, молодцы. Вот она L.
И вот поэтому добавляется дар, дер. В этом случае дер, потому что здесь такая буква «э». То есть «э». Вот она, «э». Поэтому и дер. Позже мы лучше это разберем. Так. Эсме. Эсмелер. Дальше, что смотрите правила, которые вы выписали. Могу его сразу показывать, но оно будет так вот. Агл эсмелер. Магазиндар. Эхеттер. Энурзер. Смотрите правила, и все будет понятно. То есть, когда последняя буква, вот, например, здесь, добавляем дар. Всегда смотрим на последнюю букву. Ну, и в каких-то случаях смотрим на согласную. Или «о» добавлять, например, или «э». Дальше. Без студентар. Мы студенты. Почему тар? Еще раз. Потому что мы видим, после глухих добавляется тар. Хес студентар. Вы студенты. Улар студентар. Они студенты. Без банкирзар. Мы банкиры. Хес банкирзар. Вы банкиры. Улар банкирзар. Почему зар? Еще раз. Вот. Мы видели эту букву. И добавляем зар. Всего-навсего. Элементарно. Скажите же. И вот домашнее задание вам. Вот, например, профессор Зар, вы должны, например, написать газ и добавить, вот, например, такой аффикс, смотря на это правило. Вот они все слова. Газ, аспирант, алма, байкер, аэропорт, Атай, Василе, хакер, вокзал, эссей, мектеп. Вот. Мне кажется, алма — это яблоко, вы знаете, Атай — это папа и так далее. Вот. На этом все. Фоткайте, скриншотите или записывайте. Обязательно смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И всем хорошего денечка, всем всего хорошего. Спасибо за просмотр. До новых встреч. How will